Ну чё, господа, товарищи, так, сейчас у меня была там специальная штука, на которую я упирал телефон постоянно. Вот. Собственно, приз какой-то. Сейчас упрем телефончик. Как там со светом? Нормально? Ну-ка. Вот так, пожалуй. Во. Так. Что-то пока не густо. Не густо, подписоты. Подписчики, где вы? Сегодня, наверное, вопрос-ответ надо все-таки это заранее объявлять об эфирах, короче. Ну, сегодня такое. Я такой думаю, не буду ничего делать. И, в общем-то, так подумал, что, наверное, достаточно одного раза в неделю эфир проводить, потому что, ну, совмещать его с радиопередачей. А потом думаю, не, надо все-таки выйти в эфир, короче, тряхнуть стариной. Вон 3 человечка смотрят. Сейчас, правда, конечно, 11 часов вечера, там, затишье, наверное, в советском РУВД. Чё вы там, жуликов гоняете? Теперь-то уже стрёмно, да? Раньше-то занимались, короче, политическими активистами. Там с однопов бегал, вышагивал. Короче, какая-то работа была. А теперь жулики одни остались. Алкоголики всякие, тунеядцы. Я помню, там каких-то алкоголиков в обезьяннике держали. И потом, ну, толпу туда вот таких политических заводят. Эти такие банки вылупили там в советском РВД эти. Что такое? А там какой-то этот, говорит, выгоняй этих, короче, сейчас. Типа этих загрузим. И те так, ну, ходите там. Те быстро свои манатки собрали. Ну, каких-то бомжей, видимо, там приняли. Там палку на них хотели рисовать. Нарушители порядка там. А нарушители порядка-то думали, сейчас они отоспаться там хотя бы. Тепло и так далее. А тут бац. И нарушителей порядка выгнали, короче. Ну, не людоедские времена еще тогда были. Что там уж говорить-то. Сейчас-то за любой чих посадить готово. Какие-то бурятки где-то танцуют, что-то. Да профессиональные какие-то эти танцовщицы. И так, и сяк могут, короче. Ну, что не пишите комментарии-то? Что, как оно там? Сейчас скоро воззвание буду делать, короче. Рассылку надо будет политическую борьбу, короче. Мне тут, ну, с людишками общаюсь, короче. Мне тут подсказали, ты говорит, ну, ты имейл же есть у тебя? Есть. Надо рассылки, типа, делать, короче. Там, воззвание к бурятам, короче. Там, типа, Бурятия от Енисея до Амура. Значит, там, как вот этот... Как вступить в партию, например. В партию никак не вступить, короче. Но вы можете, типа, организовать полуавтономные ячейки. Главное, 3 тезиса, короче. Бурятия для бурят, бурятам бурятская власть и Бурятия от Енисея до Амура. Я вот ехал, ну, просто там с человечком с одним поговорил, который, ну, так, немножко надоумил меня на эту тему. Я такой думаю, ну да, действительно, ведь инструментов-то практически нет. Ну, вот YouTube сейчас там практически заблокированный, там нужно через VPN сидеть и так далее. А я еще помню, когда в Китае в 2017 году был там, с метисом с одним общался, который там постоянно страдал. Я не помню, как его, откровенно говорю, зовут, но его как-то по-бурятски звали. Но он прям такая боль, обида у него была, короче, что вот он метис, его там китайцы постоянно за уйгура принимают и постоянно его там ну, да, обыскивают, там все прочее, короче. И у него там на двери такой огромный такой плакат был нарисованный, что он бурят-монгол, там туда, ну, такой покусанный, короче, этими бурят-монголами, так называемыми, ну, вот, которые в эти в сказки верят. С другой стороны, ну, а что, толкинистов, однако, больше по всему миру, чем бурятошек, да?
И поэтому, конечно, вот такие сказки о былом величии, они ну, тоже как бы работают, но важно же понимать, кем эти сказки созданы. Одно дело там история про Вильгельма Теля, там, про каких-то там, значит, Робинов Гудов и так далее. Они же создавались националистами с тем, чтобы, так скажем, вот это со своим феодальным прошлым, так скажем, покончить, да, и вот создать вот нацию. Это такой период романтического национализма был. А тут-то вот эти все подмонгольские идеи, они же не те, которые были до революции. Хотя и до революции вот эти подмонгольские идеи, они же создавались с конкретной целью и задачей отнять Монголию, плюс Маньчжурию, под видом Желтороссии, да, была такая большая игра, они еще и Тибет хотели отобрать, короче, вонюшки, короче, поэтому всяких Цыбиковых там засылали, еще там каких-то бурят, короче, с разведывательными целями. И тогда вот бурятошки нужны были для этого. Потом там внедрили вот этот эпос ГСР, значит, чтобы потом исследователи дурачки приехали и записали, надо же, у бурят там сохранился эпос ГСР, там, ой, там и так далее. И почему, собственно, сейчас вот исследований нет в области того, а вот есть же такое понятие, там, типа языковые связи, там все прочее, кто у кого заимствовал. И это делается через, в том числе, машинное обучение, через искусственный интеллект. И мне вот было бы интересно, чтобы кто-нибудь в Бурятии начал эту работу, посмотреть, а откуда эти бурятские улигершины, так скажем, это их оригинальное, так скажем, прочтение, или они где-то просто книжку прочитали, ну, точнее, им дали текст прочитать, и они просто, ну, запомнили и начали петь, короче. То есть, и такой же вариант мог быть. Чтобы потом вот вроде как научно закрепить там право бурят, там, значит, на там, Тибет, короче, Синьцзян. Ну, такая же имперская политика такая была. И они ее потом, большевички, немножко переработали, эту систему панмонголизма, вроде как в рамках перманентной, значит, революции, так называемой, что мы сейчас вот там поднимем это, там, посадим. Значит, но китайцы опередили, то есть, как бы на югах они тоже там Маркса и Энгельса читали. Собственно, я там где-то даже читал такой вариант, что на самом деле вот эти коммуняки все китайские, они потомки вот этих тайпинов. Тайпинское восстание, которое было, там же тоже христиана такая конфуцианская идеология была. И ну, что-то вроде напоминало коммунизм, судя по всему, короче. И вот они там взбаламутили, там в 20-е годы у них была уже Советская Республика на югах, там Мао Цзэдун где сидел, где там Джоу Инлай, он вообще был там этим националистом поначалу, короче, там в Академии Ван Ли, по-моему, или Вэйли, как-то она называется. Академия для молодых офицеров, там, короче, типа политруком был. Ну и вот. И китайцы, они как бы вот эту тему опередили, ну и, в общем, потом с падением Троцкого вот эта система перманентной революции, разжигания, так скажем, вот этой социалистической революции, она немножко отошла на второй план. В общем-то, удалось им оттяпать МНР, Монголию. Ну и дальше они ставку уже сделали не на завоевание коммуняками, монголами Китая, а именно ставку на Коминтерн, на, значит, развитие вот этих коммунистических движений внутри Китая и так далее. Ну, эта теория, она так развалилась, как бы, и вместе с носителями потом в 30-е годы послужила для того, чтобы уничтожать бурят, короче, обвинив в панмонголизме, типа, там, они националисты, хотят своего государства, типа, ну, по ушам там прокатались. Хотя, на самом деле, я более чем уверен, что национальная идея у бурят тогда гораздо хуже была, чем сейчас. Ну, потому что малообразованные же большей частью были, поэтому ничего удивительного нет в этом. А вот та, которая современная, подмонгольская, вот эта якобы система там, которую там вот эти дурачки-адепты, значит, всякие там, Хагдаев, там все, Ара-монгол там бегал, что-то он там, что мы-то на самом деле не буряты, там, ну, вот это вот все ложно-примитивные эти всякие там тезисы, ну, которые в их там шизофреническую, значит, составляющую, в их видении, так скажем, шизофреническое мировоззрение, они там совпадают. Ну, вот как вот эти всякие пишут, что там до того дошло, что бурятский язык это не собственный язык, короче, бурятской нации, а типа это диалект монгольского, короче.
какой диалект монгольского, вообще сильно отличающийся язык. Это то же самое, как говорить, что японский язык это диалект корейского, короче. Ну, бред. И в этом отношении, конечно, весь упор делается на то, что вот надо первенство, значит, борьбы за вообще национальное состояние и так далее, вот монголам поручить. Я говорю, каким монголам вы что? Они там до сих пор не могут определиться, они демократы или коммуняки, короче, у них там МНРП до сих пор вторая партия. А про внутренних монголов вообще речи нет, короче, там вообще мрак, как говорится. Там они либо китайцы уже, либо, ну, то же самое, там тоже двигают вот это с Чингисханом, там с этим, короче, ну, мол, типа, вот на это молись, а там не думай, все остальное, там мы, китайцы, сами, партия возьмет, короче, да. Там тоже жертвы, естественно. Ну, понятно, что их там больше, там пятое, десятое, но они же не собираются за нас бороться, за бурят, за нашу независимость и так далее. Вот другое дело, если бы там очень сильное движение было именно халхов, не каких-то там отдельных представителей. Ну, мы же видим там, что вся вот эта движуха, активность, вот, например, с картой Монгола, вот как она, да? Ну, казалось бы, президент Бояр заявил, вот, да мы вас сейчас примем. Так они ничего не сделали. Законы такие у них. Репатриироваться в Монголию нельзя. Ну, то есть, монгол, понятно, выехал там в совке, где-то женился, дети родились и так далее. А это они могут репатриироваться. С какого перепугу бурят это как? Они под закон под репатриацию не попадают. Это не Израиль. Понимаете, там десятков ученых нобелевских премий монголов нету где-нибудь в Соединенных Штатах Америки. Нет там хорошей там, значит, монгольской мафии умной, да, которая бы там не скот воровала, значит, а на каких-то более тонких схемах делала, да, денежки, чтобы профинансировать государство Монголия. То есть в этом отношении, конечно, Монголия это не Израиль. И поэтому вот эти вот всякие панмонгольские там идеи и так далее, они созданы для того, чтобы у бурят не зародилась национальная своя собственная идея, чтобы буряты не выросли, значит, в народ с национальной идеей. Ну и мы и видим, например, вот по этим активистам, которые в Иркутске обкакались. И сейчас немножко по этому поводу скажу, конечно, потому что, ну, всегда даже в советское время нужна была подготовка. То есть русню нужно было размять сначала для того, чтобы какие-то определенные, значит, мероприятия провести. Ну и там же видно, ну, бабы какие-то. Ну, то есть это сразу же в русском мире, это уже несерьезно. Да, то есть если мужики этим делом вопросом не занимаются, да, то для русни, для Ванюшек это уже несерьезное дело. То есть вот этими бабами можно вот так просто подтереться. Ну, что и было сделано. То есть других баб русских поставили. И те вместо того, чтобы, значит, подготовить пакет там этих заявлений от родителей, значит, каких-то писем там в этот, значит, в прокуратуру, там еще куда-нибудь замусориться, да, на предмет коррупции, например, там, сказать, что а вот мы на самом деле вы нас не хотите давать создание национальной гимназии, потому что вот мы вскрыли факты коррупции, например, вот откаты, вот на детском питании, там, например, ваши родственники зарабатывают денежки или вам знакомые эти. А может быть, давайте в кабинете к вам зайдем, проверим сейф ваш. Может быть, там незаконно деньги какие-то находятся и так далее. Потом выявить, а где дети учатся этих всех теток, мужичков, которые там в департаменте образования Иркутской области сидят. Понимаете? То есть вот такой подход нужно было. Размять, как говорится, эту тему. И тогда бы уже, ну, естественно, то есть задуматься, а почему закона нет? Который бы, то есть, что такое чиновник, да? Любой вообще, вражки, не вражки. У тебя вот задача, например, да, как у активиста, сделать национальную гимназию, короче. А у чиновника всегда так. Не дать тебе этого сделать. И вот они нашли, что законов нету, раз. Во-вторых, ну, понятно, что там можно на Конституцию Российской Федерации хоть сколько угодно ссылаться, там, пятое, десятое, ну, нужно же подготавливать. Почему это? То есть прокуратура должен быть ответ.
что есть ли законное основание у данного департамента Иркутской области отказ такой делать. То есть это нужно было заранее провести. И если бы они отказали, им вот этот, значит, от прокуратурки ответ, значит, определенный, сунуть под нос. Ну, чтобы, что вы против прокуратуры выступаете и так далее. Ну, естественно, заручиться поддержкой силового блока. Ну, например, там, я не знаю, чтобы какой-нибудь буритос там дежурил возле того, где там вот эти представители ГУРАНО живут. Ну, вот этого департамента, значит. Да, ну, чтобы там ходил, здоровался, цветы, может быть, дарил. Ой, да, вы у моего сына там, значит, где-то преподаете, ну, дурачку такого включить там, короче. Ну, и постоянно какой-то буритос грозного вида, там, значит, то рыбу дает, то мясо там подгоняет там и так далее. То есть, ну, таким способом, как это раньше делали наши предки до революции. То есть нужно, если не так, то не мытьем, так катанием, как говорится. Может быть, собрать сумму, там, может быть, они покушение на взятку хотели сделать, да, как это всегда бывало. То есть, а тут, ну, сидят, ну, понятно, что эти активисты это люмпины-голодранцы, граждане Российской Федерации. Сейчас там это все начнет всплывать. То есть они, конечно, там не за национализм никакой. Вот они уже соглашаются там, быть членами какой-то бурятской общины, там, готовы пойти там. Они уже же пошли на понижение своего статуса, когда был бурятский дом там или еще что-то в этом роде, а потом их потеснили и вообще туда засунули всякие диаспоры, всех этих колонизаторов. Надо было уже тогда возмущаться, короче. Ну а предварительная работа какая этими активистами была? Помните вот эти ролики год или два назад, когда буряты, мальчики, девочки в национальных одеждах на коленях стояли и вот так выпрашивали гимназию, короче. Это же позорище. Надо было бомбу просто бросить, значит, ну или не бомбу, я не знаю, может там насрать ведро говна, прийти и облить кого-нибудь. Ну, что-нибудь такое, да, чтобы произвести, так скажем, медийный акт, значит, саботажа и говенного терроризма. То есть, если вы там все там за мир там и за все прочее, ну, говном просто. Или там навоз какой-нибудь из оставшихся этих, значит, привезли и к департаменту там навоз выгрузить. Ну, акция такая. Сказать, что это не саботаж, а значит, удобряем, типа, от бурят помощь, удобряем, короче. То есть, вот мы навозом стали, вы нас навозом считаете, да? Ну, вот мы вам навоза привезли, короче, который должен там удобрять чего-то там, вашу русскую нацию там или еще что-то в этом роде. Ну, то есть, надо вот было подготовиться. И понятно, что сейчас это лишний раз будет вызывать вот это вот все, вот этих буритосов, которые там живут, все это раздражение, потому что, ну, не самых, откровенно говоря, лучших, видимо, поставили туда. Там, конечно, да, понятно, что вот у них есть какое-то исподволь, так скажем, желание, вот они даже там вроде как умные фразы говорят, что это же бурятская земля и так далее. Вы поймите, я вот почему говорю всем членам нашей партии, что нам важно дурачку не включать, и надо говорить, что все, что с нами произошло, это результат русского завоевания нас в 17 веке. И все последующие геноциды – это результат завоевания нас, бурят, русскими. То есть вот этот факт нужно проговаривать, повторять и так далее. В том числе сделать частью, элементом бурятского воспитания. Но потому что сейчас большей частью вот якобы толерантность и так далее, это на самом деле принуждение к миру. То есть бурят просто вытирают ноги. Но если мы с детства говорим, что все, что с нами происходит, это результат русского завоевания нас и от того, что мы проиграли, то я уверен, что вырастет поколение, которое захочет отвоеваться, у которых будут в голове четкие структуры с детства. Потому что, ну, вы же ведь не думаете, вот большая часть буритосов, она ведь не думает ежедневно. Вот я почему говорю, что встал с утра и говоришь себе, бурятам бурятскую власть, Бурятия для бурят и Бурятия от Енисея до Амура. Зачем?
Потому что ты каждое утро просыпаешься и начинаешь думать на эту тему. А как сделать так, чтобы Бурятия была для бурят? Почему Бурятия не для бурят? Почему у бурят собственной власти нету? Из каких причин? То есть человек начинает просто на эту тему думать, задумываться. И в силу разного интеллекта, тем не менее, создается, так скажем, общая среда. И вот сидишь ты, разговариваешь, ну и думаешь, что все ватники, люмпины, комбедовцы. Один говорит, а вот Халтаров же говорит, Бурятия для бурят. А ты хоп-оп, ага, и этот говорит, значит, и тот говорит. То есть уже появляется некая ноосфера, значит, когда люди думают, уже можно говорить на какую-то тему. Ну, то есть на определенную национальную. То есть тогда начинает возникать национальная идея. То есть и каждый человек, естественно, каждый бурят, он начинает по чуть-чуть, но делать вклад. И вот почему нам нужны автономные структуры, не подчиняющиеся никому, потому что, просто опыт. То есть потому что, во-первых, ты начнешь пропагандировать внутри своей семьи, мама, папа, бабушка, дедушка, там, дети, внуки, понимаете? То есть вот это воспитание туда происходит. Ну и, конечно, не надо забывать, вот мне бабушка все время говорила о том, что ой, не говори там с бурятами на такие темы. Я говорю, а почему? Они говорят, ну первыми тебя сдадут. Первыми тебя сдадут. Да, и вот это есть, вот этот страх. Я сегодня вспомнил как раз про вот эти вот советы. Я потом даже вспомнил, я пост написал, что сегодня там 91 год с момента убийства Кирова. В Петросовете его, значит, завалили там, ревнивый муж. И, значит, там была такая песенка «Эх, огурчики да помидорчики, Сталин Кирова убил в коридорчике». И меня кто-то научил, я вспомнил, кто научил, и я, значит, там году 87-м, 88-м, говорят, пел вот так. Ну, ходил и орал так вот эту, значит, песню еще там ногой притопывал. Ну, в общем, это говорит, ну, было это, взрослые умилялись, а какие-то бурятошки из моих родственников, они просто были испуганы, хотя это был уже перестройка, уже там пару лет шла, короче, уже витало, что совок там разваливается, что и так далее, но боялись. Причем боялись все бурятошки. И люмпины и комбедовцы боялись больше, естественно. И в этом... Сейчас. Так, что там? В общем, гости приходили, просто я извиняюсь за перерыв, но... Так. Не, я только что сальтисончика поел с хлебом. С хлебом из путки.
Так, Карлсон там что-то пишет. Магнитогорск. Вы откуда вообще залетаете ко мне? Напишите, с какого города, друзья. Ну и вот, и дальше продолжаем вот эту тему, короче, о том, что нам нужны автоматизированные ячейки в Бурятии, потому что мы не принимаем бурят в нашу партию из Рашки, потому что, ну, есть определенная опасность, что там, значит, фабрикуют какие-то уголовные дела. Мы не ФБК, мы не, это значит, не Юлька Навальная, не бутербродыш. Мы не хотим, чтобы наши, значит, буряты сидели попусту, значит, на русских зонах, там, значит, героев нам, значит, которые там на бутылке будут сидеть, нам не нужны. Что нам нужно? Нам нужны богатые буряты в Соединенных Штатах Америки, в Японии, в Южной Корее. Вот в этом направлении, то есть вот это Азия для азиат и плюс Америка как столица мира, вот там вы нам нужны. И тут ничего нового нету. Мы идем по пути китайцев, Сунь Яцена, многих других, которые сначала создали движение Тангменхуй, потом создали партию Гоминьдан, собственно, да. И как раз она была в основном в диаспоре первоначально. И богатые представители диаспоры, в том числе пропаганда шла и в Америке среди, значит, американских капиталистов, которые, ну, рассматривали Цинскую империю как очередной рынок сбыта для того, чтобы сбросить вот это цинское владение, так скажем, да, цинское управление, и, значит, создать республику, которая бы, в общем-то, позиционировалась в том числе на христианских, так скажем, на американских ценностях. И поэтому основная деятельность нашего движения, нашей партии, нашего фонда, который вот сегодня благословили меня как раз на то, чтобы поляки благословили, чтобы я делал фонд. Ну, то есть уже все, то есть буквально там месяцок, и уже у нас фонд готовый будет. Поэтому тут ситуация такая. Но автономизированные ячейки внутри Бурятии должны, потому что я вижу сейчас, как серьезно размякло вот это. То есть и раньше, если в советское время все-таки буряты еще более-менее держали за счет родственных связей, то сейчас мы наблюдаем атомизацию. То есть количество родственников с теми родственники, точнее, с которыми общаются буряты, вот эти горизонтальные связи, оно стремительно сокращается. И в этом отношении, конечно, рано такой переход происходит, потому что все равно родственные связи, генетические связи, они очень сильно нужны. И пропаганда должна вестись именно в первую очередь по нисходящей или по восходящей линии. То есть, либо дети обучают своих стариков, либо старики своих детей и внуков. И поэтому нам нужно подготавливать. Потому что если вы не думаете на бурятскую идею, да, вот вы, будучи бурятами, просто не задумываетесь о том, что чего нас Ванюшки лишили, потому что, ну, так и есть, то есть, как бы они же всю свою пропаганду, всю свою систему образования школьного, университетского пускают на то, чтобы скрыть тот факт, что буряты подверглись колонизации, подверглись геноциду и подверглись уничтожению. Вот сейчас тому же пример, например. То есть все, что происходит с бурятами, и это все базируется в русском понимании, базируется именно исходя из того, что вот в свое время буряты проиграли колониальную войну, так скажем. И нужно нам создавать в том числе там внутри Бурятии, этнической Бурятии, сообщества, в том числе силового воздействия, потому что, как мы видим, есть существенная проблема с продвижением бурятских идей. Хотя я вот давал интервью телеканалу вот так, я четко сказал, что всегда система образования, которая была, она русскими использовалась для того, чтобы навязать русские нарративы. И даже образование на бурятском языке, оно фактически русское или советское. То есть вот то, что они не хотят, значит, создавать гимназию, значит, в Иркутской области, это
может о двух факторах свидетельствует. О том, что они отрицают, значит, необходимость уже русификации бурят, потому что считают, что, видимо, буряты русифицированы, поэтому не хотят отдельно создавать национальную гимназию. Второе, они, ну, базируются на том, что, ну, они же гражданами Российской Федерации уже стали, мы их не звели до уровня быдла, ну, не этого, как его, быдломассы, на уровне быдломассы, то есть, и они все, что мы им скажем, все схавают. Точно так же, как русские, короче, как вонюшки, да? То же самое. И поэтому, ну, тут понятно, что некоторые делают вывод, вот, нам нужна независимость, тогда у нас все будет, там, пятое, десятое. Я говорю, что у нас нет. И почему вот это вот эти активисты, вот это вонючки, вот эти всякие бездельницы, эти глупые бабы, зачем? Потому что основного-то вопроса они же не ставят, мрази эти. У нас нет бурятского системы образования. Дошкольная, ясли, детский сад, значит, подготовительная, начальная школа, средняя школа, высшая школа. Бурятской системы, методологии, педагогики нет. Вы мне хотя бы одного бурятского педагога покажите, который бы, ну, какие-нибудь хотя бы книжечку тоненькую написал на предмет того, как бурятская педагогика должна выглядеть. Ну, хотя бы даже вот эти труды этих педагогов бы всех переработали, понимаете? То есть, тут глубже гораздо надо подходить к вопросам. То есть, и вот если бы у нас уже за эти 30 лет выросло хотя бы парочку педагогов, парочку методологий, там, которые занимались методологов, так скажем, да, выросла бы парочка, так скажем, бурят, которые занимались бурятским языком как иностранным, о чем я давно говорил, о том, что к нам уже нужно применять методы изучения бурятского языка как иностранного. То есть, вот понятно, там Санхиадов что-то пытается, но они все равно сидят вот в этой доктрине родного языка, так называемого, которая еще в Совке была. И вот тогда бы уже подходы у этих активистов были бы другие. Но и опять же, вопросы к диаспоре. Вот иной раз удивляешься, когда какая-нибудь бурятоска, значит, в Америке, ну, жирно сидящая, там муж работает, вкалывает, ну, она сидит, там, Инстаграм ведет или еще что-то, и вот она хвалится тем, что она какую-то БВГД-ку купила, еще какой-то русский скам, там, на русском языке. Я, говорит, не хочу, чтобы мои дети теряли идентичность. Ну, то есть, понимаете, это, ну, тупая клуша, короче. Да? Ну, тупая клуша, ну, видно. Да? Ну, хотя бы двух там родила, хотя бы трех родила. Ну, о какой потере идентичности ты, дурочка, в США говоришь? Мы вас туда отправляем всеми правдами и неправдами для того, чтобы вы как раз вот эту навязанную русскую идентичность потеряли. Чтобы вы благодаря хорошей жизни, значит, и американским нарративам, идеям, значит, выкинули всю эту русскую имперку, эту воньку всю. Понимаете, которая вас там университеты и школы навязали, и ваши глупые родители, люмпины-комбедовцы, понимаете? Чтобы вы жили в нормальном капиталистическом мире и знали, что может земля рожать, какова ее стоимость и цена. Что значит американские свободы? Что значит права человека? А она покупает азбуку и говоришь, не хочу, чтобы мои дети теряли идентичность. Да вы потеряли ее давным-давно, у вас ее и не было. Вы же как люмпины и комбедовцы. Понимаете, считаете, никто. Выползли там. У вас ее и не было никогда, идентичности. Понятно, что вас русские там насоздавали и так далее. Поэтому некоторые удивляются, что это вот там эти всякие там дурачки, там вот этот сейчас дурачок, которого осудили в Казахстане. Ну, я думаю, ему там это туза пробьют, быстро научатся Казахстан любить. Но они вырастают, почему? Потому что это действие русского мира. Понимаете? Схожая риторика, потому что одни и те же методички, одно бы дело это он делал ради там просто, ну, просмотров, есть же такой, там был же такой блогер Брежнев, короче, он там весь негатив про США рассказывал там и так далее. Ну, а что, ну, он люмпин, неудачник, да,
Но при этом он же не возвращается никуда. Он просто контент такой делал для того, чтобы его вот эта вся масса этих дегенератов смотрела. Потому что, ну, что поделаешь. Не всех Америка переучила. Мы очень прекрасно видим, как вот эти совки, эти евреи, эти советские, которые туда приехали, какие они пакостливые, какие они никчемные, да, и вроде бы, ну, должно быть умные люди, но у евреев, к сожалению, так, либо очень умные, либо, ну, середки у них нету, короче. А вот у бурят середка есть, и задний ум еще. И в этом отношении, конечно, это недоработка, безусловно, бурятской интеллигенции, трусливой и вонючей, которая, ну, в общем-то, советская интеллигенция, которая не могла открыто говорить, у которой, которая до сих пор все боится, шкерится. Хотя, что им бояться-то? Их зарплаты, что ли, вот эти копеечные, которые они имеют. Что они там потеряют? Да ничего, фактически. И поэтому ничего удивительного, что вот такие активисты, ну хотя бы что-то уже. То есть, с другой стороны, надо сейчас подождать, вдруг они там другие песни запоют, ну как вот это, как распиарили эту на оку это распиарили, все там хорошие русские бегали, там, значит, а потом хоп, и всплыла вся информация, что она там патриотически воспитанная, там, пятое, десятое, короче, ну, в общем. Мне это, конечно, очень сильно весело. Ну. Так, езжай в Россию, пишет, говорит, садись в тюрьму, становись Манделой. Ой, надо же, образованный вот Стуса знает Василий. Вот тогда вас можно будет уважать и вам верить. Ага, конечно. Ищите дураков. Я буду как Ленин. Вернусь, когда от меня этого потребует партия, короче. Найду себе броневичок, а потом мы установим такой режим, что вонюшкам мало не покажется. Так. Я не убежал, я скрылся. Так. Карлсона мы сейчас удалим нахрен. Так, надо его удалить вообще. Так. Так. Вот тоже дурачка. Вот сейчас надо удалить. Куда вы все? Почему у меня одни вонюшки на канале? Буряты там спят, что ли, или что? Так. Вот тоже удалим. Так. Сейчас надо чистить. Чистить. О! Так, вонюшки. 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 Вонюшки, вонючие вонюшки, короче, в общем, извинялись у меня в комментариях. Так, ну надо было это, короче, сейчас дайте-ка я, может быть, и в группу свою сброшу, а то что-то это, переходов мало. Безусловно, бурятам надо создавать внутри, опять же, своих семей сообщества, группы быстрого реагирования, потому что, ну, вот мы видим, например, по ситуации в Башкортостане, башкорты, естественно, гораздо более сознательны в национальном плане, ну, потому что у них там и интеллигенция развита, и бизнес развит, и за 30 лет они все-таки почувствовали силу республик, и эта сила держится именно действительно на башкортах и в соседнем Татарстане на татарах. И вот эта, значит, смычка между татарами и башкирами, она, ну, в общем-то, я говорю, опять же, что башкиры, татары, башкорты, татары, значит, Северный Кавказ плюс казахи, ну, еще плюс представители других народов Центральной Азии, в принципе, могут сформировать несколько крупных армий, да, до 5 миллионов, значит, комбатантов, которые, в принципе, с легкостью захватят и Москву, и Питер, установят там новый режим,
И в этом отношении, ну, вонюшки даже не пикнут. Ну, что они сделают? Да ничего не сделают. Как сидели у себя там в Иваново там, или еще где-то, так и будут сидеть. И вот Москву-то надо разбазарить, как говорится. Она в таком состоянии, ну, она вытягивает из соседних регионов, и там жуткое опущение вокруг Москвы. Да? И вот эту всю Москва-мразь, эту так называемую, ее нужно вот оттуда, значит, с Москвы. Жик! За 101 километр, в общем, за 1001 километр отселить. То есть снова вернуть в эти во всякие Твери, Рязани там и так далее. Короче, в общем, там, из загона сдать там машина плюс прицеп, короче. Максимум, что можешь вывозить, короче. Технику нельзя вывозить. Туалеты, унитазы можно, короче. И вот тогда русские заживут. И Москва уже тогда не будет требовать таких огромных ресурсов, которые они выкачивают из Сибири, из Дальнего Востока. И, в общем-то, вот установление новой Золотой Орды-2 это вот такой, как один из вариантов. Потому что, ну, там можно хоть сколько угодно ждать пробуждения финно-угорских народов, но вот так они, судя по всему, и не проснутся на самом деле. То есть локально они уже, конечно, там перебороли всю эту русскую колонизацию. Там большей частью сейчас так называемые русские, которые вот на этом финно-угорском севере и востоке живут, они, конечно, уже финно-угры в большей степени. То есть, ну, они как бы местные такие вонюшки стали все равно. То есть, языки потеряны практически. Хотя там, конечно, движение определенное есть, но не думаю, что у них хватит, так скажем, фертильности для того, чтобы вонюшек передавить. Но, тем не менее, вот, видимо, не хватает какого-то скрепляющего, сцепляющего, значит, фактора. Я вот так чувствую, что действительно монголам, калмыкам или бурятам нужно эту революционную борьбу возглавлять. Потому что, ну, кто погнал в свое время тюрков, так скажем, на завоевание там, Кавказа, Сирии, там, всех районов? Ну, уж монголы были. Поэтому, естественно, что нужен какой-то серьезный практический пендель. И вполне возможно, что надо там прямые связи все-таки с китайской разведкой устанавливать, потому что надо, в общем-то, китайцам, чтобы они на нас ставку поставили, доказать единственное, что мы будем также продолжать поставлять в Китай нефть, газ, там, всякие ресурсы, там, русских девок. Так что в этом только основная загвоздка, потому что многие, значит, так скажем, движения демократические и так далее, они там очень сильно пекутся о правах человека, например. Но мы, как политики, мы должны всяко думать, но думать в большей степени о пользе Бурятии. И если Бурятии независимость и суверенитет пообещает Китай, неважно какой, республиканский Китай или коммунистический, то мы должны с китайцами, безусловно, сотрудничать. Если нам пообещает независимость и суверенитет Соединенных Штатов Америки, то, безусловно, США. Мы даже готовы несколько баз предоставить на нашей территории. Точно так же продолжить, как вонюшки сейчас продают уран из наших месторождений, да, вместе с якутами, с Саха. И этим надо начать уже заниматься, ну, как бы подготавливать эту почву. И вот следующий фактор для вот этих активистов из Иркутской области. Им нужно со мной связаться, и я здесь уже от фонда, значит, запущу, наверное. Надо будет заблокировать, во-первых, собственность всех иркутских чиновников, которые находятся на территории Европейского Союза и США. Это раз. Второе, начать работать по введению санкций против тех производств, которые расположены на бурятской территории, в Иркутской области. Это производство алюминия в том числе. Там, хотя некоторые говорят, да, там алюминий, там стратегический ресурс, там Запад покупает, тыры-пыры, короче. Ну, потому что никто и не блокирует, основания-то нету. А основания будет, потому что раз русские, взяв на себя, значит, обязанность по созданию каких-то образовательных учреждений для бурят, нарушают эти взятые обязательства,
то тогда мы можем говорить так: давайте нам ренту тогда, и мы с этой ренты сами свою собственную частную школу откроем. И не будем в бюджет русский лезть. Но выплачивайте нам ренту природную. Да? И вот на основании того, что русские не выплачивают нам природную ренту, то мы, конечно, можем начать подвергать санкциям те организации, которые, значит, эксплуатируют наши ресурсы, располагаются в том числе. Вот есть КНАУФ, например, в Иркутской области. Они закрыли свою работу, продали, а предприятия нет. А вот в Германии можно им, как говорится, предъявить. И вдруг кто-нибудь со сверхдоходов из КНАУФа скажет: ой, да мы готовы профинансировать вам школу бурятскую, там, национальную, там, сделаем вам, что там, копейки. Понимаете? То есть, вот таким нужно подходом обладать. И сейчас, благодаря созданию фонда здесь, в Польше, надо будет начать заниматься лоббистской деятельностью, и в том числе подводить под санкции чиновников в Иркутской области, начиная с губернатора там, и всех прочих, которые, более чем уверен, там, своих детей и так далее, вывезли давным-давно за рубеж, имеют здесь какую-то собственность, квартирки, там, значит, какие-то, может быть, предприятия и так далее. Найти эту собственность здесь, в Европе, и начать арестовывать. Так что, активисты, связывайтесь со мной, социальные сети есть там и так далее. В общем, будем работать. От вас нужны списки этих чиновников, всех, которые сопротивляются, так скажем, созданию Бурятской национальной гимназии. Ну, там еще один есть фактор, естественно, почему они сопротивляются. Во-первых, посмотрите, да, вот буряты учатся в разных школах, подвергаются опрессии, значит, там всяким издевательствам, 5-10. И растут вот такими забитыми бурятошками, такими униженными, оскорбленными. Женщины там бурятские с дисморфофобией, с неправильными, значит, вот этими идеалами красоты, 5-10. Да, и все это работает в том числе на ассимиляцию. И вдруг буряты хотят создать свою национальную гимназию. Конечно, все буряты с Иркутска потянутся в эту национальную гимназию. Конечно, преподаватели, которых закусали, съели, значит, извонькались вот эти коллеги русские, да, они тоже пойдут в эту национальную гимназию. И создаться ситуация тогда, синергия, что будут ученики буряты, будут учителя буряты, и начнет формироваться некоторая система, педагогика бурятская, условно говоря, начнут что-то писать, и за короткое время эта национальная гимназия превратится в кузницу для бурятской миграции. Потому что, какой бурят образованный пойдет там в какой-нибудь иркутский мед и так далее. Время прошло. Качественного образования в Иркутске нету высшего. Конечно, буряты начнут выезжать с региона, а не оставаться там, будучи забитыми и оскорбленными. То есть это очень хороший будет трамплин для миграции. И в этом отношении, конечно, они боятся, опасаются. С другой стороны, чего в этот Иркутск лезть? Это же самое антибурятское, бурятофобское скопище быдломас. Я еще в 2007 году это сказал. Было широко растиражировано в одной группе. Там даже был составлен список моих высказываний. То есть меня как Мао Цзэдуна цитировали, короче. Всем нравилось, а потом группу заблокировали, короче. Именно по этой причине, естественно. Тут еще вот этот фактор многие не рассматривают, о том, что вонюшки, может быть, и не хотят того, что, доказательства, у них же, как в Иркутске, там подход, что буряты это вечно пьяные, грязные какие-то, такие дикие, нецивилизованные, да? И они тем самым оправдывают свое там нахождение, вот это вся отребье с Беларуси, с Украины, их там же в Столыпинскую реформу уже почесали, вот это все голодранцы. Столыпин-то думал, что мы их сейчас переселим, там, значит, там меньше революции станет, меньше социалистических идей, но не тех переселяли, надо было богатых переселять. А переселили все отребье, и в итоге всю Сибирь потом потеряли. И вот это вот все отребье, оно же сейчас говорят, что мало бурят? Так а кто за счет бурят вырос в численности? Вот это отребье, которое привезли, оно там и выросло.
То есть сейчас Бурятия должна была быть. Это Иркутская область, так называемая, и Забайкальский край. Ну, Забайкальский край там все повымирали уже, вонюшки. Ну, и в дальнейшем будут вымирать. А в Иркутской области буряты вымирают. Почему? Потому что бурят оттеснили от производства продукции питания там, и так далее. Ну и сделали такую лазеечку, как бы, да. А вот в образование иди там и в Бурятию едь, типа. И это же когда миграция? Это с 30-х годов началась. Вот моя прабабка Трубачеева. Когда коллективизация начала, все, что было, туда сразу отдала и укатила в Кабанский район. В Корсаково как раз. И, значит, там осела. И ее как бы, ну, то есть не пришлось раскулачивать, она все сама отдала. И, может быть, прозорливо сделала, кстати. И поэтому я вот вам говорю о том, что в Иркутской области это из-за чего? То есть нас, бурят, должно было быть, сколько сейчас там населения Иркутской области? 3 миллиона, да? Нас должно было быть минимум 3 миллиона. Но потому что Столыпин в свое время, они же видели данные, какой народ производил больше всех зерна на душу населения, на человека час. Это были буряты. И они испугались того, что, значит, если мы так продолжим, буряты начнут там плодиться по 10, по 15 человек. И тогда начали в 905 году, 904, 903 туда завозить вот это отребье, которое там размножилось, село, значит, и уничтожало бурят в конечном итоге. Доносы писали, там, раскулачиванием занимались, там, коллективизацию хорошо восприняли. Ну, конечно, то есть они-то там вынуждены вручную были пахать, а буряты покупали трактора, как только они вообще появились. Поэтому Асалханов был такой деятель, он там контакты завел с американцами и, значит, поставлял самые последние трактора, и эти были, значит, интервенты, там была одна такая книжка, воспоминания какого-то разведчика австралийского. И он писал, ну, с американцами они там стояли, и он удивился, что там где-то в Сибири, короче, трактора. И он этого американца спросил, ну, кто же крестьянин? Он говорит, что за трактор? Он говорит, так это самый современный наш американский трактор здесь. И он очень высокие оценки давал бурятам, кстати. Ну, и, естественно, эти же воспоминания не только англичане там читали, это же читала вся эта мразь, вот эта вся коммунистическая там и так далее. Они бурят намеренно давили в течение длительного времени. Но сейчас уже все, сейчас уже видно, что уже дальше больше некуда молчать, как вот эти бурятошки все там и так далее, любители эти люмпины-комбедовцы. Сейчас уже как раз такое время, когда происходит сращение люмпина-комбедовцев с бурятской интеллигенцией, с теми, кого они там раскулачивали, уничтожали. И мы не должны молчать. Мы должны говорить. И советую провести саботаж с навозом и с дерьмом. Короче, вот это заблокировать. Ну, нужны такие акции просто-напросто. Сказать, что вы там к нам как к дерьму относимся. И мы вам там 20 тонн говешек привезли, короче, выкинули. Ну, и там какого-нибудь пустить шизофреника со справкой. Ну, и с парой ведер говна, короче. Чтобы он пришел туда и говном вот эту головку обмазал там и так далее. Ну, нужно такие акции делать. Так что я вас благословляю на это, уважаемые товарищи, люмпины-комбедовцы, бурятошки, короче, действуйте. И можете сказать, что это я вас надоумил на этой акции. Ищите там шизофреников, пироманов, значит, со справками там и так далее. То есть нужно это сделать. Почему? Потому что Бурятия для бурят, бурятам бурятскую власть, Бурятия от Енисея до Амура. Повторяйте по утрам. Бурятия для бурят, бурятам бурятскую власть, Бурятия от Енисея до Амура. Бурятам бурятскую власть, Бурятия для бурят, Бурятия от Енисея до Амура. Только так и не иначе. Так мы победим.